Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня у нас четверг, и мы в администрации района начинаем брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге у нас участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаирдинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеархиевской центральной районной больницы Гульназа Ишатовна Нуриева. С общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике нам расскажет Рамиль Назимович Хаирдинов. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Башкортостане зафиксировано 33 191 случай заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 164 случая. На сегодняшний день в стационарах Республики лечения получает 188 человек, из них в тяжелом состоянии 15. Подключенных к аппарату ИВЛ 5. На амбулаторном лечении находится 3635 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 240 пациентов. Всего за период пандемии 28 981 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая смерти от COVID-19. Всего умерших 387 человек. Какие изменения внес глава республики Ради Хабиров в указ о режиме повышенной готовности? Согласно новой редакции документа, жителям республики рекомендуют пройти вакцинацию против COVID-19 по рекомендации назначения медицинского работника. Работодателям во взаимодействии с медицинскими организациями предлагается рассмотреть возможность проведения вакцинации сотрудников против коронавируса. Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 14 апреля 2021 года включительно. Спасибо за информацию. А с текущей информацией по распространению коронавирусной инфекции нас ознакомит Гульназа Ишатовна. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 8 апреля 2021 года за весь период наблюдения выявлено 552 подтвержденных случаев в нашем районе. Это плюс 17 новых подтверждений за текущую неделю. Выздоровление 535 человек. Это плюс 21 выздоровление за неделю, что составляет почти 97%. На амбулаторном лечении с легкой степенью заболевания находится 14 пациентов. На стационарном лечении в инфекционных госпиталях республики находится 2 пациента нашего района. Кроме этого, с диагнозом новой коронавирусной инфекции, вирус не идентифицирован, находится 4 пациента в инфекционных госпиталях также нашей республики. К сожалению, есть один зарегистрированный случай смертности в нашем районе от коронавирусной инфекции. Продолжается также работа по забору мазка на определение антител и вируса коронавирусной инфекции. Как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции в районе? С начала этапа вакцинации мы также продолжаем получать один вид вакцины, это Гамковид-2 или Спутник-Ви. На сегодняшний день в наше учреждение поступило 1530 доз вакцин. В остатке на сегодня находится 345 доз. Всего проведено 1185 вакцинаций. Это плюс 205 вакцинаций за текущую неделю. Первым компонентом охвачено 302 человека, вторым компонентом 883, что составляет 75% из всех вакцинированных. Напоминаю, что вакцинация также продолжает проводиться во втором кабинете после осмотра врача-терапевта в кабинете 2А. Процедура проходит в 2 этапа. Первый компонент вводится, дальше уже через 21 день вводится второй компонент. Обязательно нужно подходить с паспортом и с НИЛСом, и после вакцинации в течение 30 минут находиться под медицинским наблюдением в нашем учреждении. Полный иммунитет, защитный титр антител сформируется через 42 дня после второй вакцинации. Поэтому необходимо в это время, уважаемые жители района, соблюдать также все меры безопасности, средства гигиены рук, масочный режим, социальная дистанция и так далее. Продолжается работа по выездной работе мобильной бригады на базе передвижного ФАП в соответствии с планом, графиком и по мере поступления вакцин. Напомните, пожалуйста, нашим жителям, как нужно подготовиться к процедуре вакцинации. В
плане подготовки к вакцинации, подготовка к вакцинации от коронавируса ничем не отличается от такой же подготовки, как и при других инфекционных заболеваниях. В принципе, особой подготовки к вакцинации не требуется. Единственное, мы не рекомендуем принимать спиртные напитки перед днем вакцинации. Кроме этого, всем жителям также необходимо знать ряд противопоказаний, которые находятся в списке по инструкции вакцинации. Это если у вас имеются острые инфекционные заболевания, острые кишечные инфекции, обострение хронических заболеваний, обострение аллергических реакций, они все являются противопоказанием для проведения вакцинации и требует 2-4 недель для того, чтобы у вас либо разрешилось острое состояние, либо наступил период ремиссии хронических заболеваний. Кроме этого, беременные женщины и дети в возрасте до 18 лет также не рекомендуются для проведения вакцинации. После вакцинации в первые и вторые сутки могут развиваться и разрешаться в течение 3 последующих дней такие симптомы, как общее недомогание, повышение температуры тела, слабость, боль в мышцах, костях, также может быть головная боль. Кроме этого, местная реакция, которая проявляется болезненностью в месте укола, припухлость, отечность в месте инъекции также могут присутствовать после вакцинации. Поэтому мы также рекомендуем в течение 3 дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать баню, бассейн, сауну, не принимать алкоголь, избегать переохлаждения, физических нагрузок, в том числе тренировок и инсоляции. Если имеются у вас симптомы, которые не будут проходить в течение 3 дней, просим обратиться к своему участковому врачу. Выдают ли какой-либо документ после получения вакцины от COVID-19? И как можно подтвердить, что человек прошел вакцинацию? Документы пациенты получают после введения второго компонента вакцины. Имеется несколько способов получения документа, подтверждающего о том, что вы прошли все этапы вакцинации. Первый способ – это когда медицинский работник делает записи в сертификате профилактических прививок. Такой сертификат имеется у многих на руках, и этот сертификат выдается уже с этапа детской консультации. Второй способ – это заполнение специального сертификата, который, я знаю, что имеется в продаже в редакции «Маяк», о том, что проведена вакцинация от коронавирусной инфекции. Этот сертификат рекомендован Минздравом Российской Федерации стоимостью около 30 рублей, и при желании любой пациент, который прошел вакцинацию, может приобрести такой сертификат и заполнить у нас в прививочном кабинете. И подчеркну, что это не является обязательным методом. Третий метод – это самый распространенный и известный метод, это получение сертификата электронного установленного федерального образца, который после 2-кратной вакцинации размещается в личном кабинете на портале государственных услуг. Хочу отметить, что такой сертификат вы можете получить в личном кабинете с QR-кодом, а также скачать этот сертификат, если у вас личный кабинет на портале госуслуг зарегистрированный, то есть учетная запись должна быть подтверждена. Кроме этого, присмотритесь к персональным данным в вашем личном кабинете, то есть номера полисов, СНИЛСов, паспортных данных, фамилия, имя, отчество также должны быть верно указаны на портале государственных услуг. И разъясните такую ситуацию. Человек по тем или иным причинам не сдает анализы на антитела и идет вакцинироваться. Если вдруг у этого человека есть антитела, он дополнительно сделает прививку, может ли быть вред его организму? После перенесенной коронавирусной инфекции, конечно же, в организме человека формируются антитела, и они присутствуют некоторое время. Но, к сожалению, эти антитела, они склонны к тенденции к снижению. И в итоге они в организме исчезают. Это нормальные природные антитела после перенесенного заболевания. То есть хочу сказать, что
не существует пожизненного иммунитета после перенесенной инфекции, а антитела все равно снижаются. Если вы вдруг в это время сделали вакцинацию, то никакой опасности для организма не существует. То есть в организме происходит обновление иммунологической памяти и укрепление иммунитета. А вообще, если вы знаете, что вы перенесли эту инфекцию, то мы советуем воздержаться от вакцинации сроком до 6 месяцев. И еще такой вопрос, можно ли прививаться при сезонной аллергии? Достаточно актуальный вопрос на сегодняшний день, потому что весна приближается. Период цветения и сезонной аллергии может вмешаться в планы на вакцинацию на аллергию. Людям с такой проблемой, у кого имеются ежегодные сезонные аллергические реакции, конечно, стоит придерживаться двух главных правил. Не вакцинироваться на фоне обострения аллергии и за час-полтора до проведения вакцинации принять антигистаминные препараты. Если у вас нет обострения, не рекомендуется отказываться от прививки. Кроме этого, наличие в анамнезе аллергических реакций, это респираторные, кожные реакции, аллергические реакции на пыльцу, на домашнюю пыль, на домашних животных, продукты питания, насекомых, лекарственных препаратов. Также, если даже они у вас зарегистрированы как средне-тяжелые и тяжелые течения, вне обострения они не являются противопоказанием для проведения вакцинации. Если симптомы аллергии у вас наблюдаются, то необходимо обратиться к лечащему врачу для ее купирования и только потом делать прививку. Многие аллергики опасаются проявления реакции на саму вакцину, но они довольно редки. Как правило, острая аллергическая реакция случается не позднее 15-20 минут после введения инъекций. И зачастую практически сразу наблюдается эта реакция. И в это время поэтому мы в течение 30 минут советуем пациентам находиться в медицинском учреждении на случай проявления таких аллергических реакций для того, чтобы своевременно оказать неотложную медицинскую помощь. Благодарим вас за подробную информацию. А теперь перейдем к другой актуальной теме. Поговорим о весеннем половодье. Как мы видим, на улице солнце греет, температура воздуха повышается и снег активно тает. То есть весна вступает в свои права. Рамиль Назимович, что можете рассказать нашим жителям о прогнозе весеннего половодья и готовности к его безопасному пропуску? На территории муниципального района имеется 14 гидротехнических сооружений. В целях безаварийного пропуска паводковых вод весеннего половодья на ГТС проведены комиссионные осмотры совместно с представителями собственников ГТС, администрацией муниципального района и арендаторами. Проводились мероприятия по расчистке подъездных путей к ГТС, очистке верхних полотен дам, слива воды до необходимого уровня. В период весеннего паводка на реке Сюн могут образоваться ледовые заторы. Наибольший риск подтопления населенных пунктов, расположенных на пониженных участках местности, прогнозируется на территориях Аккузовского сельского поселения, деревня Копчакова, Ябалаковского сельского поселения, село Ябалаково и деревня Елишево и в других сельских поселениях. В зоне возможного подтопления объектов экономики и объектов социального назначения, захоронения сельскохозяйственных животных, скотомогильников, мест хранения агрохимикатов, токсичных веществ и опасных производственных объектов не имеется. В целях подготовки к половодью было принято постановление администрации муниципального района Илишевского района Республики Башкортостан номер 53 от 4 февраля 2021 года. Создана противопаводковая комиссия, разработан план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ШС в паводкоопасном периоде. План график контроля развития паводковой ситуации и назначены ответственные за подготовку и проверку готовности гидротехнических сооружений. Всем руководителям организации района и главам сельских поселений даны конкретные поручения и установлены контрольные сроки по подготовке к паводку. Проведен осмотр готовности сил и средств на период паводковой ситуации на базе Илишевской ДРСУ Башкиравтодора.
Проведено заседание противопаводковой комиссии муниципального района Илишского района Республики Башкортостан. Проведен сход граждан с жителями деревни Малотазеева, деревни Хавчакова и села Ябалакова с целью обсуждения возникающих вопросов по весеннему половодью. Население в зоне возможного подтопления заблаговременно обеспечено продовольствием, водой и медикаментами. В целях проверки системы оповещения была проведена комплексная проверка всех имеющих систем оповещения на территории муниципального района Илишского района Республики Башкортостан. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванных половодьем, определены силы и средства, материальные и финансовые ресурсы. Для ликвидации последствий ЧС для проведения аварийных работ накоплен аварийный запас материалов. Спасибо за информацию. Уважаемые жители района, на этом наш брифинг завершается, и встретимся с вами мы в следующий четверг. Всего доброго и не болейте.